Здравствуйте, это программа «Диалог о прекрасном» с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, вы можете подключиться к нашему разговору на сайте diablog.by, либо на нашей страничке в Фейсбуке и посмотреть все выпуски нашей программы на сайте телеканала «Беларусь-3». Пожалуйста, присоединяйтесь. Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж – четверка главных модных мегаполисов, где презентовать свою коллекцию мечтает любой дизайнер мира. К слову, именно в Нью-Йорке в 20 веке зародилось одно из главных событий фэшн-индустрии – неделя моды. Именно там собираются на одной площадке пресса, критики и дизайнеры с целью представить публике новые коллекции, свежие творческие идеи и, может быть, даже изменить мировоззрение. Какое место отведено Беларуси в индустрии моды? Готовы ли отечественные дизайнеры конкурировать с кутюрье Запада и Востока? И какие перспективы у начинающих модельеров? Об этом и многом другом говорим сегодня с нашими гостями. Организатор и основатель Беларусь Fashion Week Янина Гончарова. Добрый день. И дизайнер, победитель конкурса молодых дизайнеров New Name Беларусь Fashion Week Александра Жук. Здравствуйте. Добрый день, дорогие гости. Рада видеть вас в нашей студии. Скажу прямо, что в таком широком контексте о белорусской моде мы, наверное, будем говорить впервые в нашей программе, поэтому я очень рада вас видеть. Беларусь Fashion Week – проект достаточно молодой. Он был начат в 2010 году. И я знаю, что с каждым годом он становится все успешнее и успешнее. В чем секрет проекта успешного? Я думаю, как любой проект, его успех заключается в том, что и целевая аудитория, люди, и наше общество готово и легко воспринимает этот проект. И каждые полгода как можно, намного больше аудитории, людей становятся частью и узнают о проекте «Белорусская неделя моды» и о белорусских дизайнерах. Плюс проект является таким одновременно открытым и закрытым, потому что о свободном доступе пригласительных билетов нет, они не продаются. Но так как у дизайнеров возрастает количество покупателей, людей, которые любят одежду белорусских дизайнеров, то дизайнеры распространяют, потом раздают им пригласительно на свой праздник, на презентацию коллекции. И на проект Беларусь Fashion Week даже на один показ приходит, опять-таки, разнообразная аудитория, это клиенты дизайнеров. А сколько примерно людей может посетить один показ Беларусь Fashion Week? Один показ до 500 человек, но за всю неделю моды, как она проходит иногда 4 дня, иногда 5 дней, до 15 тысяч человек посещает это непосредственно само мероприятие, плюс онлайн-трансляция, это интернет-аудитория и, конечно, социальные сети, которые, опять-таки, сегодня, наверное, добавляют огромное количество информации, куда без них, и люди узнают о проекте. Плюс широкий формат и, как правильно сказать, разная направленность белорусской недели моды. Все-таки этот проект нужно воспринимать не как фестиваль, не как конкурс, а как некую фэшн-платформу, где дизайнеры абсолютно разных направлений, как мы говорим, студенты, дизайн, талантливые студенты, молодые марки, которые нуждаются в поддержке, молодые дизайнеры, которые участвуют в конкурсе, либо уже коммерчески успешные бренды, которые производят одежду, у которых есть своя сеть ритейла развитая, все они находят себе место для презентации на Беларусь Fashion Week. Прекрасно. Вот именно поэтому мы сотрудничаем, взаимодействуем с абсолютно разными целевыми аудиториями. Если это детская мода, то детские дизайнеры – это люди, у которых есть маленькие дети, которые хотят своих детей одевать модно, они приходят на показы, и они взаимодействуют непосредственно с дизайнером детской одежды. У нас есть конкурс молодых дизайнеров New Names Беларусь Fashion Week, вот именно Александра. Да, вот я хотела бы подробнее поговорить про Александра вас. И действительно, вы победили конкурса «Новое имя Белорусской недели моды». Но перед этим я бы хотела показать нашим телезрителям ваше искусство. Давайте посмотрим фрагмент показа. Shake you.
я так полагаю, это первая коллекция, с которой вы вышли на подиум после победы в конкурсе. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать дизайнер, молодой дизайнер, чтобы стать успешным? Ну, конечно же, он должен быть амбициозен, и очень важно трудолюбие, очень много работы, потому что это отнимает, наверное, всю часть твоего времени, особенно после того, как я выиграла конкурс. Конечно, до этого тоже. Я сначала готовила самостоятельно всю свою коллекцию в рамках как раз-таки Беларусь Fashion Week, посвященная белорусскому искусству. Мне это очень тема затронула, мне показалось, что это очень интересно и актуально, и вот я с ней выиграла, собственно. Да, и доказала тем, что это действительно может быть модно и красиво. Действительно, мне кажется, развитие фэшн-индустрии напрямую зависит от умения открывать новые таланты, дизайнерские таланты, поддерживать молодых дизайнеров. Янина, как проходит конкурс отбора молодых дизайнеров и кто является членами жюри? Когда мы запускали конкурс «Новые имена Беларусь Fashion Week», нашей основной задачей было то, чтобы мы создали конкурс, который не просто награждает сувенирами, ценными подарками дизайнеров и отпускает их самостоятельно развиваться, либо вообще забыть про моду, дизайн. Нам хотелось создать такой приз, который бы дизайнера обязал работать и развиваться. И все наши программы по поддержке молодых дизайнеров, либо конкурс New Names, они не выдают некий приз сразу, они тебя заставляют на протяжении полгода развивать свой бренд. Работать, да, и получить уникальный опыт работы на производстве. Обычно это успешном производстве, потому что с 2010 года у конкурса New Names уже были и есть на сегодняшний момент это ведущие успешные предприятия, которые имеют производственные мощности, которые имеют конструкторский отдел, современное оборудование, где дизайнер молодой, который только в голове представлял некую идею по созданию одежды и сам саморучно, как говорится, ее создавал, попадает в коллектив людей, где нужно, во-первых, распределять задачи, где нужно уметь донести свою идею и до руководителя, и добиться того, чтобы ее утвердили. Опыт прекрасный. Это прекрасный опыт, чтобы молодежь дальше могла создавать свой бренд, либо работать дальше в коллективе, либо оставаться на этом же предприятии, потому что за историю этого конкурса у нас, конечно, и итоги абсолютно разные. Некоторые дизайнеры остались так и работать на этом предприятии, с которым они сотрудничали, создавали коллекцию. Неплохие итоги. Неплохие итоги, и, как я отмечу, они действительно такие направлены на развитие, формирование фэшн-индустрии. И наша вторая программа по поддержке молодых дизайнеров – это программа «Общая Дью Беларусь Fashion Week», где мы уже поддерживаем с такими марками сотрудничество, как дизайнеры, которые уже имеют свои шоурумы, небольшие производства, состоящие из 2-3 человек, где он сам дизайнер и шьет, и разрабатывает модели. Наверное, как сегодня в данном случае бренд Zebra. Я как раз начинаю двигаться в эту сторону. И вторая программа, она дает финансовую поддержку, как в прошлом сезоне это было 3000 условных единиц. Неплохо. На создание коллекции. То бишь ты не просто получаешь деньги и можешь потратить их куда бы ты посчитал нужным. Ты должен на эти деньги создать коллекцию пret-à-porter, которую покажешь на белорусской неделе моды там через полгода. Прекрасно. Прекрасный приз, на мой взгляд, вы разработали, просто идеальный. Спасибо. Мне кажется, критерием успеха дизайнерского является способность заглянуть в будущее, в дизайнерское будущее, в модное будущее. Вот интересный вопрос пришел от наших телезрителей. Светлана. Появился стереотип «за модой не угонишься». Действительно ли дизайнеры управляют покупательской способностью или модой правит все же сам потребитель? Вот как, Александра, на ваш взгляд? Ну, я всегда, наверное, склонялась в ту сторону, что не стоит гнаться за какими-то тенденциями, за каким-то цветом. И это говорит дизайнер. А все-таки, наша главная задача дизайнера – это украсить все-таки человека, подобрать ему нужные формы, нужный цвет. Поэтому я считаю, что вот для этого стоит обращаться к дизайнерам, потому что он всегда тебе сможет посоветовать, всегда он выберет для тебя лучшие ткани. Вот. И только, наверное, поэтому я считаю, что лучше как-то прислушиваться к себе, и тогда ты действительно будешь выглядеть красиво, чем, как многие бегут за какими-то дорогими брендами. Не всегда же это тебя украшает. Можно всегда найти альтернативу среди своих. Самое главное – это вкус. Да, то есть стиль остается всегда, а мода, она быстротечна. Не зря говорят, мода выходит из моды, а стиль остается. Но вы должны заметить, что неделя моды, она никогда не презентует одно модное течение. К примеру, мы берем расписание недели моды в Нью-Йорке, в Милане, либо в Беларуси. Десятки дизайнеров, каждый продвигает свою определенную модную тенденцию и свой стиль. Один бренд работает в более народном, возможно, стиле, второй бренд работает в стиле casual, кто-то работает в классическом стиле, пret-à-porter, авангардной моде. То бишь,
аналитики моды, после того, как проходит неделя моды, делают общие тенденции, все, что мы называем тренды, тенденции, осень, весна, вернее, тенденции весна-лето, осень-зима. И тогда уже в глянцевых журналах, в интернет-ресурсах идут какие-то общие обзоры недели моды, что был моден вот такой вот цвет. Это просто делается от количества совпадений. У всех марок был представлен бархат, либо костюм в клетку, либо красный лиловый цвет. И тогда как бы люди, которые занимаются модой, обработкой всех вот этих вот презентаций дизайнеров, они дают какие-то общие тенденции для обывателей. А человек, покупатель, идя в магазин, должен сам понимать, он хочет быть модным согласно вот этим общим тенденциям, но, возможно, он не попадет. Каждый дизайнер, создавая коллекцию, все-таки в первую очередь продвигает философию своего источника вдохновения и того, что его сподвигло на создание коллекции. И, собственно, это и делает его брендом, именно его стилистикой и уникальность. Да, вот вы затронули тему вдохновения. Александра, вот вас, как творческого человека, который сейчас занимается продвижением, созданием своей новой линии, новой коллекции. Что вдохновляет вас? Мне всегда было интересно, это всегда какие-то новые темы. Это может начаться с какого-то путешествия, не знаю, с просмотра какого-то фильма. Это должно быть обязательно какое-то яркое впечатление, которое тебя трогает. Вот. То есть дизайнер, как художник, он живет в каком-то окружающем мире, он в себя это впитывает все, и потом отдает какие-то эмоции, впечатления, и уже когда, особенно если у тебя постоянные клиенты, они к тебе приходят, ты с ними делишься, рассказываешь всю эту историю, и тогда они действительно впечатляются этим. Например, последняя тема у нас была японская, это были картины одной художницы японской. И все это мы перенесли как раз-таки через ткани, потому что лен тоже популярен в Японии. Цветы мы взяли с картин, ручную вышивку. И формы были тоже свободные, свободный крой. И человек, когда одевал эту одежду, и ты ему рассказываешь историю, он стоит такой, смотрит на себя и говорит, действительно, я чувствую себя японкой. И вот здесь как бы, чтобы человек почувствовал еще всю эту историю, и тогда он понимает вот этот вот смысл действительно дизайнерской одежды, что это не просто одежда, которая несет в себе действительно историю. Как мы, оказывается, близки-то к Японии благодаря льну. Я бы хотела затронуть тему детской моды и тему благотворительности. Предыдущий сезон белорусской недели моды, а конкретно Kids Fashion Days, благодаря пожертвованиям гостей собрал сумму для белорусского детского хосписа. Прямо сейчас я предлагаю посмотреть фрагмент этого прекрасного видео. Come away with me, come, let's go away to be on a new adventure for two. We can fly across the ocean or take a train together. I don't care as long as it's beside you. Take a road trip in a car, we'll get lost and go too far. While on the beaches we will watch the sunrise. And if we've done there's all to do, I'll just sit and stare into your loving face, graced with those beautiful eyes. I have fallen madly in love. You're the only one I think the world of. Stay true, 'cause you got it, you got it, you got my heart. I know together we'll be forever, never will part. You got it, you got it, you got my heart. Инина, расскажите подробнее об этой прекрасной акции. Показы детской моды – это неотъемлемая часть Беларусь Fashion Week, то, о чем я говорила в начале нашего разговора, что мы должны предоставить возможности и условия презентоваться дизайнерам, работающих в разных направлениях. Детская мода, куда без этого. Семьи все, особенно модные родители, те, которые сами являются приверженцами хороших брендов, стильных тенденций и подборов одежды, они хотят своих детей также модно одевать. И, конечно же, я отмечу, что благодаря желанию и развитию всей вот этой вот модной индустрии в большей степени за счет одежды пret-à-porter женской одежды, то очень развилась за 5 лет именно дизайнерская одежда детская. На сегодняшний день в рамках Дней детской моды у нас принимает участие 24 дизайнера. Невероятно. Это 24 марки. Несколько лет назад этого еще не было. Это было 2-3 бренда. Я с вами абсолютно согласна. Мы вспоминаем с коллегами на офисе, всегда обсуждая, вот как мы будем презентовать в этом сезоне недели моды, что будет входить в программу. И мы понимаем, что у нас полноценных 2 дня будет отдано только детским показам, детским демонстраторам. Это действительно
желательно, как мы уже шутили на днях о том, что вот это детский праздник, потому что детская целевая аудитория — это не только люди должны отсмотреть серьезным взглядом, поймите правильно, это дети, и они являются и зрителями на этих показах, поэтому детям нужно будет помимо показов делать еще какие-то развлекательную программу, без этого не идти никуда, то бишь здесь уже приходится нашим режиссерам, ребятам с Института культуры как бы работать по наполнению программы, придумывать различные развлечения, чтобы каждый ребенок, который пришел посмотреть на дефиле, а это, скорее всего, в первую очередь важно их родителям, потом еще получил огромное удовольствие от самого мероприятия. И благотворительность, которая присутствует у нас всегда в рамках этого мероприятия, она связана только с тем, что мода во всем мире, она всегда занимается благотворительностью. Все наши коллеги, ведущие дома мира моды, они много делают социальных проектов, связанных с экологией, именно с детьми, как бы с лечением людей. Это очень важно. И детская мода всегда сотрудничала в первых своих сезонах. Это когда мы сотрудничали с фондами, и мы собирали финансовую помощь для одного ребенка, который остро нуждался в лечении. Потом мы начали сотрудничать непосредственно с нашим республиканским детским хосписом, который завершал свое строительство. И 2 сезона мы собирали финансирование именно для хосписа. И я отмечу, что белорусские компании, обувные компании, которые производят игрушки, они также всегда принимали активное участие, и как бы мы с ними находили такой диалог, они очень много делали продуктовой помощи, когда обувь в огромном количестве, либо игрушки, либо какие-то там угощения, они в большом объеме передавались непосредственно в хоспис, либо в детские дома. Прекрасный проект. Джорджо Армани, итальянский модельер, говорил о том, что разница между стилем и модой только в качестве. А вот еще один интересный вопрос в связи с этим от наших телезрителей. Мода – понятие динамическое, а стиль скорее статика, внутреннее состояние, ощущение, умение быть гармоничным с собой. Что является более важным – мода или стиль? И можно ли эти понятия разделять или совмещать? В чем их разница? Я могу ответить как человек, который больше, наверное, 10 лет уже работает не только с проектом «Беларусь Fashion Week», а в моде в целом, что каждый человек по своему собственному темпераменту должен выбрать, что для него важнее. Переменчивая ежесезонная мода, которая меняется, тебе нравится шопинг, нравится менять свой гардероб, обновлять свои вкусовые, как бы стилистические предпочтения. Для вас это как? Для меня стиль. А вторые люди, они тоже есть, они существуют, вторая группа людей, которым важен просто свой стиль. Они вот привыкли с детства, либо там с какого-то определенного возраста осознанного, носить именно определенный крой, определенный силуэт. Они знают, что им это лучше, поэтому ни мода, ни стиль, они друг другу не противоречат. Есть люди, опять, как я повторюсь, что они выбирают быть модными, и они будут, и это их право, и у них получится успешно, потому что производители, дизайнеры ежесезонно позволяют быть модными. Но это очень быстротечно. Мода, она меняется регулярно, каждые полгода. Даже сейчас, наверное, и даже 4 раза в год. А стиль все-таки остается. А стиль всегда остается, и люди со спокойным характером, с уравновешенными, наверное, привычками, да, правильно сказать, они выбирают стильный образ жизни. Александра, мода и стиль. Что для вас важнее, когда вы создаете свою коллекцию? Ну, как бы здесь, и как наверное... вы вообще пришли к дизайну? Почему решили заниматься дизайном? Ну, если на первый вопрос, то я бы не сказала, что, наверное, в них какое-то есть, что их стоит как-то разделять. Вот. Но как человек, который создает свой бренд одежды, конечно же, я за стиль, потому что всегда есть какая-то концепция. Каждый человек, у него своя история, которой он должен придерживаться. Но мода как бы тоже нам помогает двигаться, и дизайнерам она, отчасти, конечно, и мешает, но и помогает тоже. Она толкает нас на большее свершение, больше чего-то создавать, открывать, потому что это очень быстротечно. Но вы как молодой дизайнер поглядываете на зарубежных коллег? Безусловно, что конечно. Там у них происходит, да? Это даже обосновано тем, что я еще начинающий только дизайнер, и в любом случае я всегда смотрю на мировые бренды, которые меня как раз-таки вдохновляют и подталкивают делать дальше. Особенно самое, наверное, мое огромное желание — это делать максимально качественные вещи, которые, конечно же, стоят тогда очень дорого, но все равно ты стремишься, смотришь, как это происходит, потому что в этих домах моды работают настолько профессионалы и мастера, особенно парижские школы, да, где ручная вышивка, что например, мы используем в своем бренде. Именно все такое эксклюзивное. И к этому стремишься благодаря всему.
Раз уж мы заговорили о мировых тенденциях, да, и о мировой моде, я предлагаю посмотреть фрагмент о том, как прошли модные показы коллекции «Весна-лето 2017» в мировых фэшн-столицах. Давайте посмотрим. Мне интересно, какое место отведено Беларуси в мировой фэшн-индустрии, и есть ли у нас какие-то отличительные особенности? Безусловно, это вопрос достаточно общий, какое место отведено в Беларуси. Никто никому из уже имеющих недель моды, и нет общей организации, которая бы регламентировала, определяла, у кого какое место. Есть большая четверка: Нью-Йорк, Милан, Париж, Лондон, которые между собой договариваются, в первую очередь, о расписании, а дальше участники, это известные дизайнеры всего мира, они выбирают ту платформу, где они хотят презентоваться, и это место презентации всегда определяется бизнес-направлением бренда. Когда тебе нужна Азия, либо когда тебе нужна собственная страна, либо, возможно, двигаешься в Америку, потому что достаточно разные места презентации и разные рынки для продажи. Что касательно Беларусь Fashion Week, то я отмечу, что за 6 лет работы мы непосредственно посетили, и я лично знакома с руководителями вот всех перечисленных недель моды большой четверки, плюс мы уже делали показы, и либо посещали наши делеганты недели моды на Украине, в России, Сербия, Казахстан, активно, да? Ближайшее зарубежье, Германия, Польша, мы всегда, Дубай в данном случае, Китай. Мы уже посещали эти недели моды, мы, как могу сказать, с руководителями здоровья за руку, мы имеем представление друг о друге, и какое место сегодня отведено Беларуси, вам никто не скажет. Но я считаю, что мы, как новая неделя моды, появились только в 2010 году, и когда мы выстраиваем свое расписание по времени, когда сделать неделю моды, мы, конечно же, всегда становимся после российской недели моды. Так как белорусские дизайнеры в первую очередь любят посещать российский рынок, российскую моду, вдохновляться все. И котируются, я думаю, на российском рынке. И они, нужно время, чтобы поехать в Москву, чтобы посетить показы, либо сделать там свои презентации. Мы тоже знаем, что многие бренды делают свои показы именно в Москве, потому что им этот рынок более интересен. Белорусские бренды. Белорусские бренды, безусловно. Мы за 5 лет сделали очень много показов наших дизайнеров. Марина Давыдова, Юля Гилевич, Ирина Бойтик, Татьяна Маринич, Historia Naturalis, многие другие молодые марки, которые имели возможность презентоваться именно на подиуме недели моды в Москве. И всем, конечно, важно быть причастным и, наверное, пройтись потом и подиум, где до сегодняшний день успешно работает Вячеслав Михайлович Зайцев. Он является сегодня иконой российской моды. Александра, каковы пределы мечтания начинающего белорусского модельера? Это попасть на российскую неделю моды, на какие-то мировые фэшн-индустрии, котироваться у себя в Беларуси. О чем мечтается? Ну, дизайнер, наверное, мечтает создать действительно вот вам именно свой хороший дом моды, который функционировал бы достойно. Вот, конечно же, достойно представлял свою страну, и не только на своем рынке, но еще и на внешних рынках, чтобы другие знали о том, что есть
такая белорусская мода и белорусские дизайнеры, что они действительно интересные, качественные. Вот это, наверное, и есть. Спасибо вам огромное, что вы были у нас. Спасибо за интересную беседу. Я вам, Александра, желаю успехов в продвижении вашего бренда. Я надеюсь, мы о вас еще услышим, и вам удастся создать свой дом моды в Беларуси. Енина, спасибо огромное за продвижение белорусской моды в нашей стране. Я вам желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были организатор и основатель Белорусской недели моды Енина Гончарова и дизайнер, победитель конкурса молодых дизайнеров New Name Belarus Fashion Week Александра Жук. Мода – это, безусловно, одна из составляющих жизни современного человека. Однако догонять ли постоянно вращающееся колесо фэшн-индустрии или самостоятельно создавать свой стиль – решать только вам. Решайте и пишите нам в блог. Всего доброго, до встречи!